Приятная новость из мира спорта. Хасан Халмурзаев завоевал серебряную медаль на Гран-при по дзюдо в Китае. Новый майский указ президента – одно из направлений здравоохранения. О развитии этой сферы в регионе в этом выпуске. Генеральная уборка от ОНФ. Спортивно-экологический субботник прошел в Малгобеке. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. На проходящем в Китае Гран-при по дзюдо Хасан Халмурзаев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 81 килограмма. В рамках турнира ингушский дзюдоист провел 4 схватки. В финале Хасану противостоял спортсмен из Японии, который на пути к медали победил россиянина Алана Хубецова и голландца Франка де Вита. В итоговой схватке удача снова оказалась на стороне Сасаки. После опасного выпада Халмурзаева японский спортсмен, выдержав натиск, поймал Хасана на контратаке. Итог – серебро в копилку сборной России. Также в схватке за бронзу на татами вышел Муса Магушков, который уступил своему сопернику из Германии. Напомню, что завтра в весовой категории до 90 килограмм выступит Хусейн Халмурзаев. Ну а ингушский борец Мухаммад Евлоев стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе среди юниоров в весовой категории до 92 килограмм. Молодой чемпион сегодня приземлился в аэропорту Магас, где его встречали спортсмены спортклуба Ади Ахмат и наша съемочная группа. Чемпионат Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе среди кадетов прошел в Македонии. Борцы 5 весовых категорий до 92 килограммов встретились на ковре в финальные дни европейского первенства. Всего в этих категориях боролись 110 спортсменов из десятков стран-участниц. Воспитанник спортклуба Ади Ахмат Мухаммад Евлоев вышел лидером в 5 битвах с борцами из Греции, Венгрии, Эстонии, Литвы и в финале победил соперника из Турции со счетом 9-2. Всего я провел 5 встреч, из которых все 5 выиграл. Но так, самая трудная встреча была 3-я встреча с венгром, а так все досрочно выиграл. Я хотел бы поблагодарить всех, кто болел за меня, переживал. Масаллах, я особенно хотел бы поблагодарить своего тренера Руслана Белхараева, личного первого тренера, за то, что подготовил меня к этим соревнованиям. Показав блестящий результат, Евлоев стал первым борцом-классиком Ингушетии, который смог добиться высшего результата на первенстве Европы. Благодаря этой победе спортсмен получил путевку в 3-й юношеские Олимпийские игры в Аргентине, которые пройдут в ноябре текущего года. Соревнования были очень на высоком уровне, были очень много людей. Самое интересное, эта Европа была лицензионная Европа, отбор на Олимпийские игры. Кто становился только первым, давали лицензию. И наш земляк Евлоев Мухаммад отобрался и при этом завоевал лицензию на Олимпийские игры среди юношей. Это общая победа и тренерского штаба. И, конечно, хотелось бы отметить наших меценатов Харсиева Алихана, депутата Государственной Думы России, и его брата Асламбека Харсиева, и наших ребят-патриотов республики Тимирлана Ведижева, Амира Ярижева, Евлоева Мухаммад Али, Мугушкова Хамзата. Поздравить чемпиона приехали и воспитанники спортклуба Ади Ахмат, которые вместе со всем тренерским составом искренне радуются победе своего земляка. 2 раза на Россию он призером стал. Потом вот 1 раз призером стал, и он просто явно доказал, что он лидер, и повезли его на мир и на Европу. И он Европы 1 стал, на мире он 2 стал, серебряный призер. Это уже серьезные соревнования, в том плане, что отборочные, то есть отобрался он на России 1 номер. И 1 номер, когда наш земляк, наш спортсмен, это большое дело, большое достижение. Любого вида высокий результат – это большие результаты. Тем более это олимпийский вид спорта. Он отобрался, наш спортсмен отобрался на юношеские Олимпийские игры, которые будут в этом году проходить. Впрочем, на достигнутом спортсмен не собирается останавливаться. Впереди долгие и кропотливые тренировки. И, возможно, совсем скоро имя чемпиона прогремит на мировых спортивных помостах еще не раз. Зелимхан Калоев, Рамзан Зурабов, Новости 24.
Особое место в ежегодном послании Народному собранию главы Ингушетии заняла сфера здравоохранения. Оказание высококвалифицированной медицинской помощи является важным направлением в развитии здоровой нации. Этому способствует открытие в регионе целого ряда объектов здравоохранения. Развитие здравоохранения занимает стратегически важную позицию и в майских указах президента России. Индира Манкиева с подробностями. Новые майские указы Путина некоторые СМИ сравнивают с теми, что были подписаны в 2012 году. Касаемо здравоохранения, новый документ отличается тем, что изменились качественные показатели. Власти все так же нацелены на увеличение продолжительности жизни и снижение смертности. Так, Путин поручил правительству обеспечить повышение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году, к 30 до 80 лет, снизить объем вредных выбросов в городах, а новому Кабмину нужно будет обеспечить снижение показателей смертности трудоспособного населения и снизить младенческую смертность и оптимизировать работу медицинских организаций. Правительству предстоит к 2024 году увеличить объем экспорта и медицинских услуг не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017, а это $1 миллиард в год. Назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу Отечества на десятилетия вперед. Перед нами напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединенных искренней заботой о России. Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только свободное общество. Одна из основных среди обозначенных задач – увеличение суммарного коэффициента рождаемости. Так, в июне прошлого года в республике был открыт перинатальный центр. Здесь функционирует отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, оснащен современными высокочастотными аппаратами, которых в республике до сих пор не было. С момента запуска центра ингушские медики сумели снизить младенческую смертность почти в 2 раза. Уже в госпитальных условиях проведено лечение или прошли лечение более 10 тысяч пациентов, 2500 родов у нас прошло, около 800 проведено операций, из них операции, которые мы сделали новорожденным нашим ребятишкам, их около 40. А 27 мая прошлого года при участии вице-премьера Ольги Голодец состоялось открытие важнейшего для Ингушетии медучреждения детской республиканской клинической больницы. Новый 5-этажный объект расположен рядом с перинатальным центром на Сыркорте. Здание построено по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие» на 2010-2016 годы. В торжественной церемонии также приняли участие министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и глава региона Юнусбек Евкуров. В сегодняшнем мире все зависит и от рук врачей, но и от той техники и технологии, которые есть в его распоряжении. Здесь очень много молодых докторов, очень много тех ребят, которые еще только учатся, и даже есть подрастающее поколение, которые, как нам кажется, хотят быть врачами. И это замечательно, потому что здоровье нации – это самый главный показатель уровня жизни населения. Вам желаю профессионального роста, счастья, ну и, конечно, чтобы всегда наши дети были здоровы и приходили к нам только для профилактики. Ну а если все-таки понадобится помощь, я уверен, что вы, такой профессиональный коллектив, сделаете все от вас зависящее, используя современные технологии для того, чтобы или вернуть, или восстановить здоровье, или же поддержать его. В этой больнице, конечно, будет работать тот персонал, который работал в районах, в городских больницах. Там мы высвобождаем помещения. Я вас всех поздравляю и убедительно прошу, еще раз прошу. Просто будьте самым хорошим. Договорились? Надеюсь. Спасибо. Больница рассчитана на 200 обычных коек плюс 15 реанимационных. На первом этаже ДРКБ разместились сразу 3 отделения – приемная, травматологическая и клинико-диагностическая лаборатория. Этажом выше – лор-отделение и детская хирургия. Здесь, по последнему слову техники, оборудованы 1 большая и 2 малые операционные. На входе в каждую из них установили бесконтактные двери для стерильности, чтобы после обработки рук специальным раствором не касаться стен и других предметов. Дальше мы не будем проходить. Почему? Потому что у нас там зона стерильности, там у нас материал, уже готовый стерильный на операционную.
Поэтому подготовлены на сутки стабильно, то есть при больших, может быть, массово, да, поступлениях, на где-то готов на сутки. У нас есть, в принципе, и аккумуляторы находятся в самом аппарате, и у нас есть бесперебойного питания станция. Поэтому максимально, то есть если будет какая-то катастрофа, выключат свет, мы сможем дальше оперировать. С момента открытия центра фтизиопульмонологии уже почти год. Однако за этот период врачи успели провести больше 100 операций. И это не считая тех оперативных вмешательств, которые проводились ими в этой области ранее. Немного позже в Приво открыли и онкологический диспансер. Первое, чем может похвастаться новая лечебница, это современное и многофункциональное оборудование, аналогов которому нет на Северном Кавказе. Здесь можно проводить химиотерапию, оперативные вмешательства, а также лучевую терапию, благодаря чему ингушские врачи повысили выявляемость недуга на ранней стадии, что в свою очередь влияет на снижение смертности из-за запущенных форм заболевания. Сегодня мы подаем новый документ в рамках подготовки к этой программе, и многие позиции по оснащению диспансера, по строительству корпусов нами уже реализованы. В этом смысле можно говорить, что мы в какой-то мере опередили реализацию пунктов от той самой национальной программы по борьбе с злокачественным образованием. Мы находимся на самом низком месте по смертности, то есть общая смертность у нас ниже, чем в других регионах. Это тоже проводимая работа по диспансеризации населения, внедрению высокотехнологичной медицинской помощи. Это нам дает в эту копилку свой позитивный результат, и на сегодняшний день эти результаты у нас ежегодно улучшаются. В Ингушетии созданы все необходимые условия для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Это объекты стратегического значения. Допустим, перинатальный центр – это учреждение 3-го уровня, детская республиканская больница – учреждение 3-го уровня, онкологический диспансер – учреждение тоже 3-го уровня. И то, что мы на сегодняшний день можем оказать 3-уровневую медицинскую помощь нашему населению, конечно же, стало возможно благодаря тому, что построено, оснащено современным оборудованием. Ну а касаемо того, что к концу следующего десятилетия Россия должна войти в клуб стран 80+, где продолжительность жизни превышает 80 лет, в своем послании к Народному собранию глава Ингушетии отметил, что республика лидирует в этом направлении. Показатель продолжительности жизни в регионе составил 81, и как раз повышение уровня качества оказываемой медицинской помощи и сыграло в этом деле особую роль. Индира Манкиева, Мадина Пугоева, Новости 24. Сегодня День российского предпринимательства. К этому празднику в Ингушетии приурочили второй открытый форум на тему «Свободная конкуренция и эффективная защита предпринимательства». В нем приняли участие экономисты различных ведомств, предприниматели и представители муниципальных образований региона. Репортаж Залины Магушковой. Главная цель форума – развитие экономики субъекта, а также диалога власти и бизнеса. Именно поэтому в форуме принимают участие как экономисты различных ведомств, представители муниципальных образований Ингушетии, так и предприниматели. Проведение форума связано с предотвращением и пресечением ограничивающих конкуренцию действий со стороны предприятий, субъектов естественных монополий и органов власти. Здесь названы основные проблемы, которые способствуют торможению развития экономики. Слишком большое у нас участие государства в экономике. Если у нас монополия в экономике осуществляет государством, то есть если предприятие оно идет к банкротству, то за счет вливания из бюджета оно выживает. Но опять же, это постоянный цикл, постоянное нанесение ущерба опять же бюджету. Необходимо выводить такие предприятия из высококонкурентного рынка и дать туда зайти нескольким хотя бы хозяйствующим субъектам. В декабре прошлого года указом президента России был утвержден национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы. Он направлен на снижение доли госучастия в конкурентных сферах экономической деятельности. Именно об этом документе больше всего дискутировали участники форума. Отдельный доклад включал в себя информацию о роли органов местного самоуправления в реализации национального плана развития конкуренции. Национальный план предлагает целый ряд ключевых количественных показателей. Например, к 2020 году предстоит добиться снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти не менее чем в 2 раза.
увеличить не менее чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом долю госзакупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, а также обеспечить во всех отраслях экономики присутствие не менее 3 хозяйствующих субъектов, как минимум один из которых будет относиться к частному бизнесу. Свободная конкуренция между участниками рынков стимулирует развитие новых технологий и поиск наиболее эффективных способов производства. Это приводит к сбалансированности качества товаров, их цены и расширению выбора для потребителя. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии постоянно проводится контроль за действиями, ограничивающими конкуренцию, в том числе со стороны органов власти. Основная доля нарушения закона о защите конкуренции со стороны органов власти и органов местного управления составляет нарушение, связанное с необоснованным препятствием осуществления деятельности хозяйственных субъектов, когда субъект, наделенный властным полномочием, создает препятствие для деятельности участника рынка, и такое препятствие приводит или потенциально может привести к ограничению конкуренции. Также имеется практика, когда государственные органы власти и местного самоуправления создаются дискриминационные условия, под которым понимается условия доступа на рынок, условия производства, обмена, потребления, продажи, иной передачи, при которой хозяйственный субъект поставлен в невыгодные условия. Вот у нас организация, которая производит хлеб, и министерство издало приказ, где указали школам, чтобы они закупали только у этого хозяйственного субъекта. И мы возбудили дело, дали предписание, и данный акт был отменен. В завершении форума его участники заслушали доклад о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных закупках. Он включает в себя прямые и косвенные меры, которые существуют много лет, и те, что введены совсем недавно. До 1 июля текущего года действует размер обеспечения 2%. Да? То есть если до 20 миллионов СМП, то размер обеспечения 2%. В общем размер 5%, то 2%. Конечно, это существенно помогает. Далее. Оплата. Новая норма относительно, еще года нет. То, что заказчики обязаны оплатить предпринимателям СМП поставленный товар, работу, услугу в течение 15 рабочих дней после закрытия, закупки. Вот как сделка закрывается, как документы подписываются, то 15 рабочих дней. И есть штраф у заказчика, на заказчика, если он нарушает эту ответственность. УФАС России по Ингушетии также предложил внедрение сайта, который включал бы подробную информацию о предпринимателях. Открытый форум проводится 2-й год подряд. Он приурочен ко Дню российского предпринимательства, который справляется ежегодно 26 мая. Залина Могушкова, Майрбек Мержоев, Новости 24. Чиновников уволят за отдых в санкционных странах. Инициатива направлена спикером Совета Федерации Валентине Матвиенко и Госдумы Вячеславу Володину. При этом в качестве наказания предложено увольнять любителей отдыхать в Великобритании, Польше, Германии, Франции и других странах. Бизнес-сообщество считает недопустимым, когда отечественные чиновники проводят свой отпуск в странах, которые ввели в отношении России экономические, политические и культурные санкции. Также в обращении говорится и об угрозе выехавших на отдых за рубеж чиновников со стороны зарубежных спецслужб. Они могут быть завербованы, а дети чиновников и вовсе могут стать рычагом давления на родителей, говорится в документе. 39 таблеток лирики и 20 флаконов тропикамида было изъято накануне ночью сотрудниками личного состава Карабулакского отдела МВД. По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий полиции были задержаны 2 жителей, которые вместе с автомобилем доставлены в отдел. В ходе досмотра в салоне машины был обнаружен черный полимерный пакет с бумажным свертком внутри, в котором находилось порошкообразное вещество. Экспертиза подтвердила, что это сильнодействующий наркотик героин. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что оно принадлежит жителю сельского поселения Андрея, который он, с его слов, приобрел с города Пятигорск. То есть подробности в настоящее время проводится доследственная проверка. На первоначальном этапе в ходе проведения мероприятия, указано, лица от прохождения медицинского освидетельства отказались. В настоящее время назначена, проводится доследственная проверка, порядка статьи 144-145, и после проведения необходимых первоначальных действий в соответствии с установленным сроком будет принято процессуальное решение.
Сегодня в Малгобеке состоялся спортивный субботник. Он прошел в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». Молодые люди, активисты регионального штаба Народного фронта в форме игры очистили парк имени Серго Орджоникидзе. Залина Магушкова расскажет подробнее. В Ингушетии такое понятие, как спортивный субботник или плогинг, довольно-таки новое. Суть заключается в том, что добровольцы собирают мусор во время пробежки. Подобные акции прошли уже в нескольких регионах России. Теперь к ней присоединилась и Ингушетия. Так, активисты Ингушского штаба Народного фронта, участвующие в плогинге, разделились на две группы и соревновались в том, кто больше соберет мусор. Чистота – это половина религии, как сказал наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И сегодня, несмотря на то, что ребята, добровольцы держат пост, мы решили провести такое богоугодное дело. Планируем и дальше в других крупных городах нашей республики проводить данную акцию. Плогинг прошел в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». Он дает возможность людям, готовым поучаствовать в уборке ряда объектов, внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, став волонтерами. В целом проект направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. Мы хотим этой акции убить сразу двух зайцев. Это и здоровый образ жизни, и чистота наших парков, скверов, аллей и так далее. Подобные спортивные субботники до самой осени будут проходить в различных населенных пунктах республики. Весь мусор во время забега был собран раздельно. В рамках проекта также запущен открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором все желающие могут сами отметить места нелегального складирования мусора или незаконную свалку. Сегодняшнее это мероприятие, наверное, такое знаковое проходит. И думаю, что не один раз, потому что, как мы все знаем, у нас идет год добровольчества. И всякие такие добрые начинания, такие в добровольном плане, будут еще нами инициироваться. И мы всегда рады таким вот мероприятиям. Молодые люди довольно быстро справились с мусорами, заслужили подарки от Народного фронта. Ребятам вручили флешки, блокноты и ручки. Залина Магушкова, Тимур Карахоев, Новости 24. По всей республике проходят сельскохозяйственные ярмарки в преддверии праздника Мархаж. На этот раз закупиться качественными продуктами по низким ценам смогли жители города Карабулак. Дана Плиева расскажет. Местные сельхозпроизводители всегда с огромным удовольствием представляют свой товар на ярмарке в священный месяц Рамадан. Асе Гадаборшевой доводилось и раньше участвовать в подобных ярмарках. Она реализует хлебобулочную продукцию уже 10-й год подряд. Столько же существует ее мини-пекарня. Вот мы печем такой хлеб. Видите, вот такой цельнозерновой. Диетический, диабетчикам, сахарникам, бахшнах, вот старикам, кто у кого изжога, чтобы не было. Вот такой. Очень хороший, вкусный хлеб старикам. Белый хлеб вот такой у нас есть. Вот 10-летие юбилей, вот такой мы начали печь, юбилейный хлеб на 10 лет. Фрукты, овощи, молоко, мясо, мед. Несмотря на ненастную погоду с утра, сельхозярмарка в Карабулаке привлекла много покупателей. На этом прилавке полезное и сладкое лакомство, лекарства против гриппа и других болезней – мед. Нужно отметить, спрос на него всегда высок, благо и цены приемлемые. Вы вообще рады, что цены снизились? Конечно, конечно. Надо было еще, чтобы снизили. Мало снизили. А на следующем прилавке предприятия «Пчеловоды Ингушетии» представили более широкий ассортимент сортов меда. Свою продукцию предприятие реализует почти полвека. Главный секрет успеха, по словам Марем Евлоевой, качественная и полезная продукция. В этом меде содержится все. И акация, и боярышник. А боярышник, как известно, это лекарство от сердца у Алцина в народе. И земляника там лесная, очень полезная тоже. Если мед собран с этих растений, естественно, он будет полезным и лечебным. Уникальность его в том, что нет там ничего от человеческих рук, кроме того, что его собрали. ГУП «Карабулакская» представила мясную продукцию. Ярмарка только открылась, а мясо раскупили почти сразу же. Оно и не странно, ведь цена за килограмм говядины составляет всего 250 рублей. На ярмарке предприятие впервые представило свою продукцию. Многие жители нашей республики не могут себе позволить закупать мясо по 280 рублей, вырезки по 380 рублей. Это вроде бы кажется небольшая такая цена, взвешиваешь, по мелочи многое же набегает. Но поэтому сегодня решили привезти. Низкие цены и хорошее качество привлекают не только жителей города, но и близлежащих сел. И по цене несколько
меньше, чем на рынке. Качество безупречное. Нравится. Ну так, пожелания такие. Если можно было бы в этом месяце чуть еще меньше, если бы можно было бы сделать, цены было бы неплохо. Данная продукция – это продукция местных сельхозтоваропроизводителей. Цены, конечно, у нас ниже рыночных. И представляя данную продукцию, мы прежде всего даем возможность нашему населению приобретать эту продукцию по заниженным ценам. И, соответственно, наши сельхозтоваропроизводители могут реализовывать свою продукцию. Следующую ярмарку организаторы планируют провести в Карабулаке к концу месяца Рамадан. Дана Плиева, Рамзан Зурабов, Новости 24. В следующем году в Ингушетии впервые отметят День национального ингушского костюма. Соответствующий указ глава Ингушетии Юнусбек Евкуров подписал 24 мая 2018 года. Памятная дата будет праздноваться в последнее воскресенье апреля. В этот день органам госвласти и местного самоуправления рекомендовано проводить культурно-массовые мероприятия, приуроченные к этой дате. Праздник обещает стать ярким и зрелищным, ведь ингушский костюм – это не просто одежда, а отражение национального характера ингушей, храбрости мужчин, красоты и грациозности женщин. В физкультурно-оздоровительном комплексе Карабулака прошел открытый турнир по дзюдо среди младших юношей до 15 лет. Соревнования приурочили к священному месяцу Рамадан. В турнире приняли участие более 150 спортсменов. Подробнее в сюжете Микаила Тангиева. Второй, начинаем соревнования. Здесь представлены порядка 12 различных весовых категорий. Первыми на ринг выходят ребята весовой категории 35 килограмм. Несмотря на свой юный возраст, они довольно профессионально ведут борьбу, всячески пытаясь провести зрелищный прием своему оппоненту. Видно, что дзюдоист в синем кимоно лучше контролирует своего соперника, и в итоге это приносит свои плоды. Зрелищным броском победу вырывает Ислам Султыгов. Победитель вот уже на протяжении 6 лет занимается дзюдо. Делится, что этот вид спорта не только физически, но и морально закаляет его характер. Ислам держит уразу, и несмотря на это, он уверенно провел свой поединок. Расскажи, как ты готовился к этому турниру, как твои тренировки проходили? Мои тренировки проходили все нормально, меня подготавливал тренер. Какие у тебя дальнейшие планы в этом виде спорта? Чего ты хочешь добиться? Олимпийским чемпионом стать. Судейство также на высшем уровне. Арбитры внимательно следят за каждым из бойцов, чтобы спортсмены вели борьбу по всем правилам дзюдо. Необходимо отметить, что на подобных соревнованиях действуют определенные ограничения, так как в турнире участвуют маленькие дети. Чтобы не получили травмы, ребята, они маленькие, поэтому им запрещается, по международным правилам запрещается им делать удушающие и болевые. Директор ФОКа Ибрагим Чахкиев поделился, что соревнования организованы по инициативе самих воспитанников спортивной секции. По его словам, частое проведение подобных турниров способствует развитию у ребят выносливости и позволяет лучше отработать приемы во время схваток. Здесь у нас и новички, и все борются. А потом со всех регионов, со всех республик на этот турнир ежегодно все отзываются, приезжают. Более 15 регионов приезжают. И хороший турнир получается. И ребятам перед СКФО, перед выездом, конечно, такие турниры нужны. Нужно больше работать, больше проводить мероприятия. Будем стараться. Представители местной администрации лично наградили самых маленьких победителей турнира весовой категории 25 килограмм. Султыгов Билал. Он уже привык первые места зарабатывать, да? Данное мероприятие способствует духовно-нравственному воспитанию молодежи, и мэр города Карабулак Ахмед Бетиев уделяет этому особое внимание. Мы постоянно присутствуем на данных мероприятиях, оказываем всяческую помощь. Хотелось бы, пользуясь случаем, отметить коллектив нашей спортивной школы, который уделяет огромное внимание этим детям. По итогам этого турнира наиболее отличившиеся спортсмены получат шанс выступить на открытом всероссийском турнире по дзюдо, который пройдет в последних числах этого месяца. Микаил Тангиев, Рамзан Зурабов, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.